Ну что, дорогие друзья, сегодня настало время заняться вот таким вот рукоделием. Это брошь, которая выполнена из цветов, цветы в технике фетр, то есть создание цветов из фетра. Фетр может быть разной толщины, разного цвета, как вы видите. Ну, наверное, можно даже и покрасить этот фетр. Обо всем об этом, о хитростях, о тонкостях вот этого мастерства мы узнаем у нашего преподавателя Нургуяны Алексеевны. Здравствуйте. Здравствуйте. Чудесная брошь. Вы сами ее сделали? Да. Здорово, очень красиво. Ну, расскажите, пожалуйста, вот что нужно для того, чтобы заняться техникой изготовления цветов из фетра? Что для этого необходимо? Какие инструменты, какие материалы? Так, значит, это декор из фетра, такого материала. Они бывают мягкие, твердые, толстые, тонкие. Но для таких цветочков, да, лучше мягкое, чтобы шилось хорошо, разменять, чтобы было. Такими, например, вот, да, она плохо гнется, да, скажем так, да, такая жесткая. Да, жесткая. Поэтому мягкие такие фетры, они продаются в канцтоварах, таких магазинах для декора, да, такими для творчества. Да, творческих магазинах. Можно заказать по интернету, в принципе, это сейчас все можно. Все. Сейчас все есть в магазинах. А вот по цене можете сориентировать? Ну, где-то вот набор, да, А4, там 6-7 штук, и в среднем 200 рублей, 250. То есть они бывают, видимо, одного цвета в пачечке, да, бывают разноцветные. Разноцветные. То есть разноцветные – это как раз вот тот случай, когда можно самим на пробу купить вот этот фетр и попробовать выполнить вот такие замечательные цветы. Ну, например, вот на эту брошь, вот она, я неправильно держу, вот так вот, да? Вот так вот брошечка. Или же, допустим, вот украсить детский ободок своему ребенку, ну и не только, например, можно как-то тематически, да, украсить, например, там день рождения какой-то, всех нарядить вот в эти ободочки девочек. Или же, ну, я не знаю, свадьба какая-то тематическая невест, подружек невест. Или вот такая вот резиночка, тоже украшена вот с помощью вот этих вот цветочков. И внизу, вот если потрогать, да, вот здесь вот основа, ну, если видно, это тоже у нас вот такой вот жесткий как раз фетр, который вы показали, да, вот зеленый. Вот, наверное, для этих целей, да, для подставки как бы. А вот здесь вот уже, видите, вот он такой мягонький, такой вот, это уже пойдет для декорирования верха, да, нашего изделия. Ну, вообще фетр, да, она такой материал, для декора хорошо шьется и как бы не скатывается. И можно все выкроить и шить самим себе разные цветочки или разные декоры. Для этого очень хороший материал. Для цветочков наших, да, сегодня я вам покажу, какие там можно цветы, да, можно сделать. Вот такие ободочки, да, можно сделать. И вот для розочки, и вот такие простые тоже цветочки, каким шаблоном, да, можно сделать. Расскажу, и что необходимо для этого. Например, нам необходимо вот фетр. Фетр разных цветов. Разных цветов. Ножницы. Маленькие ножнички и большие, и да? можно средние. Иголки. Разной толщины, да? Вот я вижу, у вас разные толщины иглы. То есть здесь нужна все-таки иголка такая, нет, такая толстенькая, нет? Нет. Средняя. Хорошо. Можно булавка нужен будет для прикрепления. И нитки разного цвета, но, естественно, от этого материала какого цвета, да? Может быть, понадобится клей. И бусинки нужны. И бусинки. Ну, для, вот, например, для середины. Раз. Это зависит от фантазии. Ну да. И для розочки, да, таких розочек, я сделала такой шаблон, чтобы посмотрели, да. А так, вот этот я шаблон сделала, да, сантиметром диаметр, тут 7 сантиметров, да, но для такого размера.
маленького размера розочки. Ага. Ну, примерно вот где-то с ладошку, да? Вот этот вот шаблончик. 7 сантиметров. А из какого вот она такая плотненькая, да? Ну, какая-то бумажка. Раньше открыточка была. Ага. Я вижу. Ага. Это я сделала, чтобы просто посмотреть, да, как она выглядит, шаблон. Ага. А тут у нас ручкой или карандашом невозможно рисовать. Ага. И просто мы берем, да, и можно вот так вырезать. По шаблону. Ага, по шаблону. Шаблон надо как-то прикреплять, да, там, можно вот прикрепить булавочкой. И можно уже выкроить. Вот. Ага. Да, Так. и теперь вы будете вырезать. Ну, давайте начнем. Начнем, да? Может быть, вы меня как-то тоже как-то сориентируете. Давайте я по этому шаблону. Или как? Давайте вот это. Ой, ну, в общем, мне доверили вот такой шаблон, тоже из открытки. Это, видимо... Какого цвета хотите? Да какого? Ну, я не знаю, какого хотите. Давайте. Так, я располагаю где? Вот где-то вот, чтобы по экономии было, давайте с краешку. По экономной было. Где-то с краешку. С вот, краешку. вот так вот. Тоже скрепляем булавочкой. Так, вот булавочки. Край. Прямо к краю, прямо к краю. То есть не надо здесь. И вот с этого тоже с края, видимо, да? Вот так вот. Потому что здесь пришивать ничего не нужно, оставлять сантиметр для этого дела тоже не, ну, как бы нет смысла, да? Так, и с этой стороны прицеплю. Ну все, вы не волнуйтесь, я справлюсь. Это такое занятие, конечно. С непривычки такое, скажем, сложное. Вот. Вот так. И теперь я начинаю вырезать, да? Просто вырезаю вот эту вот штучку. То есть, друзья мои, вот я что сделала. Вот прицепила здесь. Для экономии, значит, я взяла вот не где-то вот тут посередке, а вот с самого краешка. Это вот такой цветочек будет. Хорошо. И 6 лепестков. 6 лепестков. Длина, а здесь у нас... длина 2,5 сантиметров. В смысле, длина лепестка, да? И вот смотрите, друзья, вот здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 лепестков. А почему вот здесь вы 1, 2, 3, и здесь у нас отметка 2,5? Ну, просто вы отметили длину. Длину. Ну, я подумала, что тут что-то нужно. Так, теперь просто-напросто вырезаем. Значит, фетр, оказывается, очень такой, хорошо режется. Вот, ножницы у вас очень хорошие. Ну, бывает у мастериц там проблема с заточкой ножниц. Да? У вас такой проблемы нет? Нет. Ну, бывает, конечно. А как вы точите? Есть мастера какие-то или сами? Есть такой... Берешь иглу, например, и вот так делаешь, когда она чуть... Если совсем там ножницы там стали... Затупились, да? Затупились. Помогает. Я, кстати, пробовала, да. Ну, многие знают про такой способ заточки ножниц. То есть, опять-таки, мы вырезаем без оглядки на... Ну, там не надо припуск делать, оставлять место миллиметр там или сколько-то. Сразу. Так, вот ребятишки к вам, которые приходят заниматься, вот они и учатся таким образом, да? Сначала заготавливают шаблоны или вы сами все это делаете? Шаблоны заготавливают сами. Сами ребята, да? В основном вот такие, да? Вот что получилось. Декора я... Первый год обучения, чтобы руки с ножницами, да, и с иголками начали работать. В программе у меня такое. Это на первый год обучения у меня такие от фетра, от фоамирана, бусины, такие изделия делаем мы. Потом уже у нас этот кружок студии моды. Поэтому мы шьем, сами вырезаем, чертеж делаем. То есть конструируете даже, да? Учите конструировать. Но я так поняла, что у меня были какие-то вот немножко, ну скажем так, порывы, да, начать научиться вообще шить. И я поняла, что
нужно знать хорошо математику, Да. считать без конца, да, то есть что-то прибавлять, убавлять, умножать. Там Конструирование формулы это не так-то просто. Допустим, какое-то платье простое сшить, да, это целое дело. Ну вот, например, вот Вот. такой получился. Так. Ага, у тебя? У меня получился такой заборчик. Вот. Да, и сразу вот культура у нас, так сказать, да, шитья. Не нужно разбрасывать там-сям. Техника Вот так раз. безопасности. Да, да. Особенно, когда работаешь с детьми. Потом вот этот, да, я сразу вот по кругу вот так все собираю. Это розочка. Это будет розочка, точно розочка получается. А вы будете тут шов вперед иголку, знаете, да? Ну да. Самый простой. Самый простой. Шов называется иголка вперед, да? Ага. Ну, оранжевый надо было, да, нитку? Оранжевый. Ну давайте вот, оранжевый нет у нас. Розовый, да? Контрастный, ну пусть розовый будет. Вот такая игла пойдет? Да. Или она такая толстая слишком? Ладно, попробуем. И я должна это все дело собрать, да? Мгм. А вы давно стали шить, вообще увлекаться этим делом? Кто вас увлек этим занятием? Может, ваши родители, кто-то, мама? Ну, там, мама у дети? меня шьет. Мгм. Я с малых лет шью. Ну, на Приучены к машинке. этому. Ага. На машинке шьете, да? Ну, в школе шью, да. У вас, наверное, педагог был хороший, да? Преподаватель по шитью. Я помню, что я в школе, когда училась, у нас была завуч. Она нас учила вот именно, как бы, как это сказать, ну, урок труда, да, раньше назывался. И она была такая очень строгая. И мы ее вообще ужасно боялись, это завуч школы. И мы конструировали ночную рубашку в 4 классе, по-моему. Мы ее шили целый год. И у меня, по-моему, я получила какой-то психологический стресс на этой почве. Вот, и поэтому шить я очень, как бы, ну вот. Так, теперь я что должна собрать как-то? Шить иголкой вперед. Здесь Вперед, я, иголку. смотрите, я сделала вот здесь вот узелочек, да? Нормально, правильно? Так. И по где-то миллиметров 3, да? 3 миллиметра и ровненькая прямо, строчка. А сколько Потом должна? сборка будет. Все поняла. Значит, примерно по ну там 33 миллиметра, да, вот так вот. Да. Вот такой примерно ширины, да? Да. Вот эти Ага, вот. ровной Примерно ровной ширины, вот таким образом нужно будет вот этот вот у нас заборчик собрать. А у меня вот я собираю розочку, вот так, чтобы снизу тоже было ровно. Ага. Ну, Вот так достаточно. собираю. А вообще фетр такой мягонький, Да. приятный на ощупь. И просто прикрепляю вниз. Как-то увлекает от всех забот, она как-то такая работа расслабляет, да? Ну, в наше время, я думаю, это очень как-то ценное такое На качество. подарок можно, да? Для ребенка. Но при этом, наверное, нужно свои мысли как-то направить в такое приятное Да. русло. Не надо думать о ценах, о проблемах. Вот так. Правильно или я? Да, правильно. Все верно. Ну, я стараюсь Молодец. в грязь не ударить лицом. Так, вот. Значит, вы шили с детства, да? Это здорово, если у вас были хорошие учителя. Я думаю, что вообще навык швеи, он как раз идет из семьи, из дома, из детства, большей частью. Вот многие женщины, ну, с другой стороны, многие женщины, которые хотят как-то свой бюджет сохранить, да, как-то, так сказать, расходы свои подсократить, то вот это умение как раз-таки очень полезно, да, в любой семье.
Ну и потом, если девочки в семье растут, то это тоже очень полезная такая, Да. как бы, работа, да, навык, чтобы девочки умели этим заниматься. Но все, вот я собрала, теперь нужно будет... Присборовать. Да, присбой. О, как все просто-то. И берешь, да, иголку, и по этой же как надо пройтись, чтобы Соединить. соединить. Ага. Вот и все, вот и весь И по наш кругу цветочек. тянуть надо. По кругу затянуть, и все. И здесь сделать узелок. Да? Узелочек. Здесь дырочку надо оставлять внутри или нет? Или постараться, Нет, чтобы... постараться, чтобы дырочки не было. Так, вот здесь вот главное, я так поняла, здесь не порвать. То есть надо определить такую силу, с какой-то силой это все сжать, но постараться при этом, чтобы... А я вам расскажу вот уже, вот как сделать вот такую Такой цветочек. Ага. Это как Анютины глазки похож. Да? Нет? Да. Ой, у меня не получается. Видите, у меня вот дырочка получилась. Ну, тяни. Не получается. Я боюсь, что я просто разорву это дело. Давайте я вот здесь вот просто еще подтяну, потому что я здесь сделала узелочки уже. Да. Стараюсь. Так. Ничего, дело поправимо. Так. А вы будете делать уже цветочки из, как бы сказать, другого, так сказать, Покажу вот такой цветочек. другого вида. Мамочки для дочек вот такие резинки, заколки запросто могут делать. Это Да, очень просто. чем покупать. Красиво и допустим, самим сделать. Да, и приятно. А девочки, да, сами могут делать себе вот такие красивые заколочки. У вас много учеников? Ага, 56. Примерно какого возраста у вас занимаются девочки? Со 2-3 класса. Приходят, да? Ага, и где-то занимаются до 9 класса. И то есть они уже практически выходят готовыми швеями, да? То есть могут они уже... Но уже старшие классы остаются уже как бы профориентационные дети. То есть здорово. Они, допустим, потом могут продолжить обучение где-то, да? И вот такой цветочек получился, дорогие мои друзья. Вот. Такой симпатичный. Я так думаю. Подснежника похож, да? И выбираешь бусинку. Любую бусинку. И серединки. И серединочку. Вот здесь вот очень много разных всяких бусинок. Мы возьмем вот эту, допустим. Так, не могу сказать, что я обладаю... Нет, она какая-то сливается. Надо что-то поярче, да? Раз оранжевый, значит, я беру... Так, холодный. Темное что-то нужно, да, наверное? Темненькое. Если вот этот... Большая, да? Большая. Слишком большая. Ну, тут, конечно, надо как-то вот... А если вот эта тоже большая? Нет, нормально. Нормально, да? Ну вот нашла какую-то бусинку такую, которая очень контрастно так оттеняет. Теперь? И прикрепляешь 2-3 раза. 2-3 раза. 2-3 раза. А я, чтоб сразу 2... 2 цветочка. Нет, тут кружочки надо вырезать, просто кружочки для этого цветка. Для такого цветочка. И я сразу вот беру 2 кружочка, сразу вырезаю. Ну вот у меня получилось примерно что-то подобное. Вот. Узелок и все. Да, узелочек есть. И можно этот цветочек приклеить куда-то, например, на ободочек, да?
на какой-то, вот видите, вот здесь вот, примерно вот так вот. То есть очень просто. И цветочки могут быть, видите, разных размеров. То есть, допустим, вот этот покрупнее цветочек, а чтобы было как-то более естественно, можно поменьше, допустим, да, как полевые цветы. Они же все разные Да. и очень радуют глаз. От фантазии. Да. У кого как. Ну вот, когда занимаешься таким творчеством, как раз-таки и развивается воображение, фантазия. Очень хорошо работает моторика рук, Да. особенно у деток. То есть любая мама, в общем-то, может занять своих маленьких деток, но опять-таки под присмотром обязательно, да, если это маленький ребенок. И вместе смастерить такие вот нужные, милые безделушки, да, цветочки, брошечку. Ну, брошка это уже, наверное, какой-то высший пилотаж, да, тут и розочки, и листики, и вот тычинки какие-то вот торчат. На пальто, На шляпку. на шляпку. Можно на платье. Да. Очень красиво. Ну, то есть, если вы сделаете себе такую вот брошь, она будет, ну, просто очень оригинальна, и в этом вся прелесть и вся ценность того, что вот мы делаем, потому что такой вещи не будет уже ни у кого, только у вас. Ну, и это хороший подарок, да, своими руками, например, подарить кому-то. Я думаю, будет приятно. Да. И дарителю, и тому, кого одариваете. И творчеством занимаетесь, развиваете свою моторику, Фантазию. фантазию. Вот у нас получились кружочки. Вот, одинакового размера. Здесь 5 тоже, штук. то есть вы примерно на глазок. Но если вы делаете это с ребенком, то, наверное, вы посоветуете все-таки сделать шаблон тоже, да? Как мы делали. Да. Вот. И для прикрепления цветка чуть поменьше кружочка. Кружочек вырезаем. Поменьше. Ну и все-таки у каждого цветочка есть листья. Листья, они, соответственно, зеленого цвета. И берем нитку с иголкой. А здесь я уже могу отрезать, да, Да. вот эту иголку? Отрезаем аккуратненько. Вот, и вот этот цветочек уже готов куда-то переехать на какое-то изделие. А вообще вот эти вот девочки, которые ваши приходят, ученицы, да, они что-то делают уже, вот действительно такие вещи, ну, в подарок, например, маме, там, Всегда. кому-то, однокласснице, подружке. Всегда делают маме, в основном маме делают такие. Ну, вот брошки, заколки такие. И берем, да, Складываем вот так складываем пополам, еще раз вот так пополам, и с серединки мы прикрепляем. Иголочкой. Ага. 2-3 раза. И то есть вот, друзья мои, я напоминаю, что у нас вот получается вот такие вот, ну, незабудки, да, еще какие цветы. Но мне на ум только незабудки пришли. Какие-то вот такие вот цветочки. Получается, если вот в 4 раза все это сложить, да? Ну, 5 штук у нас. Вот еще дальше тоже сложили и тоже Тоже соединяем, сшиваем все это к центру. к центру. К центру нашего лепестка, кругленького такого.
Но для этого, видимо, фетр нужен такой тоненький, да, вот, чтобы это Мягкий. все мягкий. А видите, он вот здесь вот такой пластичный и совершенно вот миллиметр, где-то толщина миллиметр, да? Нюргиян Алексеевна, большое огромное спасибо, что вы помогли нам и показали вот удивительный мастер-класс по созданию цветов, объемных цветов из фетра. Фетр, ножницы, иголки, вот такие вот разные блестючки наверняка найдутся в каждом доме. А вот фетр можно купить в любом магазине для рукоделия или в каких магазинах еще? Ну, акварель, Ну, у нас канцтовары. канцтовары, да. То есть вот там можно найти этот фетр разного размера, разной толщины, и вы будете создавать вот такие вот замечательные изделия, которые украсят вас украсят, ваших друзей. И, в общем, это очень приятное, успокаивающее, главное, развивающее наших деток занятие.